Zabov. And your referee in charge is Andrew Glenn. Judge, ready? Все готово. Ринг-анонсер представил бойцов. Давайте посмотрим на второе сражение на Eagle FC 44. Лойк Раджабов, Зак Зейн. Очень взрывной парень Зак Зейн, несмотря на то, что у него бэкграунд, как я уже говорил, в бразильском джиу-джитсу, у него есть совершенно сумасшедшие удары, он лютый финишер, то есть он может закончить как на земле, так и в стойке, причем последний свой бой он выиграл за 7 секунд, и не у кого-нибудь, а у ветерана UFC Стивена Сайлера. Лойк начинает с какого фронт-кика, тут же врывается в клинч. Совсем недавно, как раз таки, в финале сражался шикарный бросок от Лойка Раджабова. От сетки швырнул, что есть мочи, и вот пошел арсенал из грэпплинга от Зака Зейна. Вяжет максимально к себе. Ну вот и подошли мы к тому моменту, когда Зак Зейн вынужден будет показывать свои навыки бразильского джиу-джитсу, причем делать это со спины. Ну и не просто чувствуемо будет, поскольку Лойк Раджабов вот оттаскивает его потихонечку от сетки, пытался оттолкнуться, сейчас мастил Зак Зейн. Едва свип не сделал. Но Лойк Раджабов не дал ему пространства, не дал ему шансов в этом. Все еще контролирует спину. Вот сейчас Зак поднимается. Все-таки колено пропускает. Лойк Раджабов очень опасен, причем в любом аспекте боя. Дважды выходить в финал PFL, Гран-при PFL, сложнейшего турнира, это вам не шутки. Да, причем прошлый его бой как раз таки и был финальный поединок в конце октября. Не так все гладко было в бою с Раушем Манфио. Ну и вот. Спустя 3 месяца Лойк сразу возвращается в дело, без длительного простоя, и дебютирует в новом для себя промоушене. Ну, вполне понятна тактика Лойка Раджабова. Сейчас очень взрывной парень Зак Зейн, и, наверное, вот так затаскать его, завязать в первые минуты — это очень важно. И потом уже взрывная сила постепенно будет уходить. Я думаю, что логика именно в этом. Подсказывают сейчас, что нужно поработать коленом. Выбраться у Зака Зейна не получается. Поднимает буквально в воздух соперника. Лойк еще раз приземляет. Зак неплохо защищается, довольно быстро встает после переводов, но при этом как бы распутать эти оковы он не в состоянии. Он все равно вынужден терпеть то, что ему предлагает Лойк Раджабов. Энергозатратный стиль у Лойка Раджабова, но при этом мы прекрасно знаем, что он способен не только 15, но и все 25 минут в таком темпе выдержать. Сможет ли Зак Зейн? Вот это вопрос. Локтем пытался цепануть сейчас. Зак прихватил руку, пытается расцепить захват, угрожает тоже. Пытается припугнуть. Неплохо действительно действует Зак и изолировал руку сейчас. Да, неужели сможет провести болевой? Нет, выпутывается, кувырок такой от Лойка Раджабова, и все нормально. Рука в безопасности. Очень хладнокровно защищался Лойк Раджабов. Высшее мастерство. Теснит сейчас соперника к сетке. Чем меньше пространства у Зака Зейна, тем лучше и безопаснее для Лойка Раджабова. Но вот сейчас дал возможность выбросить удар, и сразу стало опасно. Но вот сейчас прихватил шею Лойк Раджабов. Что будет делать Зак Зейн? Ну, держит он одну руку. Лойка нет, все-таки сейчас опять подумал. Зак, видимо, сам решил немного побороться. Выходит на удушение, да. Начинает Вклад, душить Зак Зейн! Зак Зейн сдается! Буквально за 30 секунд до этого припугнул Кимурой, но Лойк Раджабов через считанные секунды придумал, как задушить соперника прямо у сетки. Причем, будучи сам у сетки спиной, Лойк красиво оформляет финиш в первом раунде. Держится за глаз Лойк Раджабов. Интересно, в каком моменте там он получил вот этот неприятный удар. Может быть, тычок? Но нет, вроде бы проморгался, все в порядке. Очень разочарован Зак Зейн. Ну и надо сказать, конечно, что включаться Лойк Раджабов умеет. Да? Очень многие в Америке запомнили его как человека, который любит доводить свои поединки до решений, причем иногда до спорных решений. Но вот когда нужно было в прошедшем сезоне PFL включиться и набрать максимум очков, он финишировал за 27 секунд Ахмеда Алиева, затем выиграл в полуфинале у Алекса Мартинеса в реванше.
И вот проиграл в финале Раушу Манфио. Ну и также сейчас мы видим, да, когда нужно было, Лоик Раджабов нашел момент и заставил своего соперника постучать. Очень красивый сабмишн. Причем Зак Зейн не ожидал, что удастся задушить этой позиции. Ему казалось, что он в безопасности. Он первое время, после того, как ему накинули эту гильотину, он сам накинул свою же руку на руку Лойка и, видимо, думал, расцеплять захват или нет, а потом сам отпускает руки и решает, ну-ка, пойду-ка я, видимо, поборюсь или что-то еще. И в секунду, когда он расслабился, тут же Лойк, значит, приподнимает его буквально над землей и начинает жестко душить. То есть там вот этот импульс, он был в считанные секунды, и Зак Зейн через пару секунд уже начал стучать. Да, вот она, цена ошибки в современном мире смешанных единоборств. Вот как раз таки тот момент, когда этот Кимура Грипп выходил Зак Зейн и действительно так понервничать, наверное, заставил. И вот здесь прихватывает очень жестко. Камера с головы рефери в очках у него встроена. Интересный вид. Ну и очень разочарован, конечно, Зак Зейн. Хотел он блеснуть, но не получилось. Лоик Раджабов побеждает сабмишеном в первом раунде через 3 минуты 23 секунды со старта всего боя. Быстрая победа.